калейдоскоп жанров, видов музыкальных произведений. Истоки народной мудрости коренятся в фольклоре, и до наших дней сохранилось немало музыкальных примеров, которые образуют огромные пласты жанры. Посетим раздел «Музыкальные стили и жанры». Тема «Эпос». Эпос – вершина устного народного творчества. Он входит в число наиболее ранних произведений, дошедших до наших времен. Эпос сказывается в стихотворной форме и имеет очень большие масштабы. Эпосы можно сказывать несколько часов или даже дней. Эпос Манас, Манасчи, эпические поэмы, всемирно известные эпосы. Мы остановимся лишь подробно на некоторых разделах. Эпос Манас является вершиной устного творчества. Это энциклопедия жизни кыргызского народа. Это самый большой эпос в мире. Он состоит из 3 частей – Манас, Семитей и Сейтек. Эпос Манас часто называют трилогией, в которой рассказывается о 3 поколениях богатырей, возглавлявших народ. Это Манас, его сын Семитей и внук Сейтек. В эпосе много ценных сведений о том, как жил кыргызский народ на протяжении многих столетий, какими были культура, воспитание, бытовые условия, природа и климат, одежда, как люди понимали добро и зло, любовь и ненависть, победу и поражение, мудрость, невежество, человеколюбие. Там изложено 7 заповедей Манаса. Это единство и сплоченность нации, межнациональное согласие, дружба, сотрудничество, национальная честь и патриотизм, через кропотливый неустанный труд и знания к процветанию, благосостоянию, гуманизм, великодушие и терпимость, гармония с природой, укрепление и защита кыргызской государственности. Манасчи. Людей, которые хорошо знают и исполняют эпос, называли ранее Джумокчу – сказочник, а сейчас Манасчи – сказитель Манаса. Манасчи должен быть актером и оратором, который благодаря искусству слова держит внимание публики несколько часов или даже несколько дней подряд. Это можно назвать театром одного актера. Уникальность Манаса в том, что в отличие от многих других эпосов мира, он живет и сейчас, звучит на народных гуляниях, праздниках, со сцен театров и концертных залов. Отрывки эпоса исполняют взрослые и дети. Великие сказители эпоса Манас, Манасчи, Саекбай Каралаев. Именно его голос мы сейчас слышали на протяжении всего нашего знакомства. Следующий – Мамбет Чукморов. Молдобасан Мусулманкулов. Далее Уркаш Мамбеталиев. Алтайдың түзін басышып, қайта келдің еліне, мамырдың сары чөліне, айдың көздің жегіне. Современники Рызбай Исаков. Самат Кючурбаев. С творчеством этих Манасчи и многих других вы можете познакомиться со страничек интернет. Или ознакомиться с темой эпос, раздел «Видеоколлекция», где раскрываются темы сказительское искусство, Манасчи, Саекбай Каралаев, Манасчи 3 поколений, Уркаш Мамбеталиев, Рызбай Исаков, Самат Кючурбаев, юный Манасчи Умют Балатбек Улу. Тему эпос мы не завершаем. В следующем выпуске смотрите продолжение.